и отниму сухарик. Так она, вы не представляете, она на меня набросилась. В Акмулинском университете писатель, путешественник, общественный деятель, почетный председатель Русского географического общества Камиль Зиганшин презентовал свою книгу «Таежными тропами». Книга издана башкирским издательством «Китаб» тиражом 5000 экземпляров. В сборник вошли 3 повести для детей среднего и старшего школьного возраста: «Маха» или «История жизни кунички», «Боцман» или «История жизни рыси» и «Щедрый буге». Эти повести были отмечены Государственной премией президента Российской Федерации Владимира Путина. Очень значимо, что в год наставника и педагога эта книга увидела свет в нашем издательстве, потому что я считаю, что Камиль Фурухшинович является, наверное, таким своеобразным наставником и связующим звеном между природой и между человеком. Он доносит нам о том, что природу надо любить, ценить. Все мы эти заветы прекрасно знаем, но практически это донести до конечного читателя, до потребителя, для этого надо иметь какой-то, наверное, особый талант. Я считаю, у Камиля Фурухшиновича этот талант присутствует. Он своими примерами может эту любовь привить не только детям, но также взрослым. Мероприятие прошло в технопарке универсальных педагогических компетенций. На презентации книги присутствовали руководство вуза, преподаватели и студенты университета, журналисты, а также представители издательства. Ректор БГПУ имени Акмулы Салават Сагитов отметил, что Камиль Зиганшин обладает даром писать про природу красивым литературным русским языком, точным и тонким. Так вот, когда мы шли по реке, и я просто смотрел на ту природу, которая окружает, у меня было глубокое убеждение того, что я это уже видел, что я это все знаю. И это все, я искренне говорю, благодаря Камилю Фурухшиновичу, потому что таким языком, как он, так как пишет он про природу, немногим, наверное, это уникальные люди. Камиль Фурухшинович рассказал, как рождались произведения сборника «Таежными тропами», демонстрируя артефакты, привезенные из экспедиции. Повести Камиля Зиганшина погружают читателя в удивительно красивый и гармоничный мир дикой природы, а сюжеты о животных захватывают с первой страницы. Читатель начинает понимать язык зверей и птиц, которые действуют и думают, как люди. О чем я писал, я эту тему прекрасно знаю, потому что 4 года был штатным охотником в Хабаровском крае, в Адыгейском стойбище Госюги. Работая штатным охотником. У меня были там большой, огромный охотничий участок, на котором жили всевозможные звери. В завершении писатель ответил на вопросы и провел автограф-сессию для присутствующих на презентации.